Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». 12 февраля 1922 года в Сухуме открылся первый съезд Советов Абхазии. На нем был ратифицирован союзный договор между Грузией и Абхазией. 12-13 февраля 2001 года в Пицунде под эгидой комиссара Европейского совета по правам человека прошел семинар на тему «Государственно-правовые аспекты урегулирования конфликта». С абхазской стороны во встрече принимали участие Анри Джергения, Вахтанг Хагбо, Астамур Тания. 12 февраля 2005 года состоялась инаугурация второго президента Республики Абхазия Сергея Багапш, в которой приняли участие делегации из Краснодарского края, Южной Осетии, Карачаево-Черкесии. Атрибуты президентской власти – печать с изображением герба Республики Абхазия с надписью «Президент Республики Абхазия» и штандарт, а также саблю и национальный посох Алабача по поручению первого президента Владислава Ардзинба вручил вице-президент Валерий Аршба. Спустя 5 лет, 12 февраля 2010 года, в Сухуме состоялась инаугурация вновь избранного президента Абхазии Сергея Багапша. Торжественная церемония вступления в должность прошла в Абхазской государственной филармонии. На ней присутствовали представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, председатель Совета Федерации Сергей Миронов, главы 14 субъектов Российской Федерации, президенты Приднестровской и Молдавской республики и Республики Южная Осетия, мэр Москвы и президенты Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также послы Венесуэлы в России и Республики Беларусь, представители зарубежной абхазской диаспоры. 12 февраля 2009 года в Абхазию с двухдневным официальным визитом прибыла делегация Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым. 12 февраля 2011 года во всех районах Абхазии состоялись выборы в органы местного самоуправления. На 26 мест в Сухумское городское собрание претендовали 85 кандидатов. 12 февраля 1892 года родился Константин Федин, русский писатель. Он впервые посетил Абхазию в 20-е годы, был очарован красотой нашего края и колоритностью его жителей. Произведения писателя, посвященные Абхазии, вышли отдельной книгой «Абхазские рассказы». Во второй приезд писателя Константина Федина сопровождал житель села Лыхны в абхазском национальном костюме. На основе увиденного писатель написал рассказ «Участник делегации». Несколько рассказов Федина были переведены на немецкий, чешский, румынский языки. На абхазский язык их перевел народный писатель Абхазии Алексей Гогуа и издал отдельной книгой «Абхазские рассказы». После Великой Отечественной войны Константин Федин часто гостил в Абхазии, где встречался с народным поэтом Абхазии Дмитрием Гулия и другими абхазскими писателями. 12 февраля 1957 года родился Тенгиз Куправа, кандидат технических наук, специалист в области компьютерных технологий. Автор более 30 научных работ и учебников по программированию. В 80-е годы работал в группе разработчиков первых советских персональных компьютеров. В 1986-1993 годах Куправа, доцент АГУ, работал на кафедре алгебры и вычислительной математики, заведовал кафедрой прикладной математики. С 2000 года является доцентом кафедры экономики, организации и управления производством Российского университета дружбы народов. 12 февраля 1959 года родился Адгур Харазия, исполняющий обязанности главы администрации города Сухум, государственный и общественный деятель, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Адгур Харазия является одним из активных участников создания Абхазской национальной гвардии. После войны около 10 лет работал главой администрации Гуль-Рипжского района, затем министром сельского хозяйства республики. С 2004 года председатель собрания Гуль-Рипжского района. Избирался депутатом Народного собрания 2 созывов, был вице-спикером парламента. С 2014 года Адгур Харазия глава администрации Сухума. 12 февраля 1966 года родился Беслан Камкия, политолог, юрист, философ. В разные годы занимался преподавательской деятельностью в Абхазском государственном университете, был заведующим кафедрой политологии и социологии, работал в аналитической группе по разработке программы государственного развития Республики Абхазия. Регулярно участвует в работе общероссийских и региональных научных конференций по проблемам легитимности власти, теории и философии права, юридической антропологии и конституционного права. Беслан Камкия является автором более 20 научных статей и монографий.
А сейчас о некоторых событиях, произошедших 12 февраля в мировой истории. 12 февраля 1864 года ученые и биологи Императорского общества акклиматизации растений и животных в Москве организовали первый в России зоологический сад на окраине Москвы. Таким образом был открыт Московский зоопарк. 12 февраля 1908 года в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. Он назывался «Нью-Йорк-Париж» без помощи парохода. 12 февраля 1955 года советское правительство приняло решение о создании первого и крупнейшего в мире космодрома Байконур. Он расположен на территории Казахстана, недалеко от поселка Тюратам. 12 февраля 1990 года – День памяти погибших в Душанбе. Тогда началось политическое противостояние сил правительства и оппозиции, приведшее к гражданской войне. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 12 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году, это плюс 15 градусов. Самая же низкая температура плюс 1 градус в 2011 году. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.